Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшней нашей беседы, сегодняшнего нашего интервью. Во-первых, я хотел бы выразить благодарность вам за то, что вы смогли найти время для того, чтобы принять участие в сегодняшней нашей беседе. Сегодняшняя наша встреча и беседа посвящается водным ресурсам. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы вкратце рассказать, потом я хотел бы предоставить вам слово для представления, и мы сразу начнем нашу с вами беседу. Зеленый альянс Кыргызстана в рамках проекта и сотрудничества с программой ООН, ПРООН в Кыргызстане проводит ряд круглых столов, семинаров для обсуждения темы ОНУФ, определяемой на национальном уровне вкладов Кыргызстана в Парижское соглашение. Как вы знаете, уважаемые коллеги, Кыргызстан подписал Парижское соглашение в 2019 году, был ратифицирован. Сегодня также мы работаем совместно с ПРООН низкоуглеродного стратегии развития. Может ли он достичь углеродной нейтральности к 50 году? И, конечно, все эти меры, как и митигационные, так и адаптационные, были отражены в документах ОНУФ, обновленный ОНУФ. И сегодняшняя наша беседа вокруг водных ресурсов. Коллеги, как вы знаете, водные ресурсы у нас проблематичные. И я хотел бы тоже предоставить вам возможность обсудить эту тему вместе с вами. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Я Чонтоев Долгурбек, Токтусартович, директор Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук, доктор географических наук. Буквально несколько слов вообще водные проблемы. Да, в последние годы актуальна значимость водных проблем не только Кыргызстана, не только Центральной Азии, по всему миру растет. В этом плане нам необходимо для республики необходимо выработать свою позицию. И мы, как научное учреждение, должны давать рекомендации тем лицам, которые будут принимать решения. Пожалуйста, коллеги тоже. Когда мы говорим о водных ресурсах, прежде всего надо обратить внимание, сколько мы располагаем водными ресурсами в Кыргызстане и в Центральной Азии. И до развала Советского Союза была научная основа оценки водных ресурсов в Кыргызстане. Мы в основном используем те материалы. Тогда гидрологические посты были очень много в Кыргызстане, например, 400 гидрологических постов тогда было. Сейчас где-то, по моим подсчетам, где-то 70 гидрологических постов. Видите, какая разница? Значит, к чему это я говорю? Я говорю к тому, что нужно качественно оценивать водные ресурсы, разработать методологию, а после этого уже говорить, как мы будем их использовать и как мы их будем распределять. На этот акцент я хотел бы остановиться особенно, потому что прежде чем говорить о водных ресурсах, мы должны знать, что собой представляют водные ресурсы вообще, а внутри, из каких генетических составляющих она состоит. Эту проблему мы должны сейчас, конечно, как вы сказали, стратегия есть такой, да? Вот этот акцент нам надо, это направление надо поставить приоритетным. Я хотел бы в своем выступлении сделать акцент на нетрадиционные аспекты использования водных ресурсов. И нетрадиционно я имею в виду кроме ирригационного и гидроэнергетики. В ОНУВе, где мы можем видеть определенные цифры, сумма большая. И хотелось бы узнать, как вы считаете... В прошлом году был принят национальная водная стратегия Кыргызской Республики 2040 года. И под этой стратегией уже разработана или разделена территория Кыргызской Республики на 5 бассейнов. А если чисто географически состоит территория Кыргызской Республики из 8 бассейнов. Почему-то чисто технически, не учитывая природные условия, было разделено на такое. Где-то разработан эти цифры в основном за счет госорганов. В целом, если сказать, эта цифра 1 200 с чем-то миллионов,
если так посмотреть, из них, насколько я знаю, где-то около 800 миллионов рассчитан только на ирригационную систему Кыргызской Республики. Далее идет как раз таки вот по бассейновому управлению. Скорее осенью будет пересмотрен. Мы немного возражали, что они из 8 бассейнов территории Кыргызской Республики, объединив, сделали 5. Фактически мы сегодня отдаем для Казахстана около 7 миллиардов метров кубической воды в год. А для территории Узбекистана фактически 24 миллиарда воды поступает. И вот эта та система, разрушенная после Советского Союза 1991 года, его необходимо как бы привести к сегодняшним реалиям. Сегодня необходимо нам выработать именно экономические механизмы водоотделения. Те годы советского периода за получение вот такой объема воды соседи нам помогали зимний период энергоресурсами. 1991 года мы эти энергоресурсы покупаем в рыночных условиях, а наша вода до сих пор протекает бесплатно. Картографирование водных ресурсов, значит, воду по гидрологическим методам надо нанести на карту. Вот вы говорите изменение климата, и я хотел бы сказать, климат или реки – это продукт климата. Они очень непосредственно между собой связаны. И я сказал, что территория неоднородная, значит, нам нужно адаптировать на изменение его высотой. Где и как формируются воды? У нас такое представление, вот водные ресурсы, реки Казахстана столько, но как они территориально и по высотным поясам распределены, мы должны определить. Нам будет способствовать лучшему управлению водными ресурсами для всех Кыргызстана. И учет его, когда забирает соседние республики, был бы, мне кажется, полезным для наших исследований, дальнейших стратегических. Спасибо, что вы, на мой взгляд, очень правильно выделили важность, необходимости картографирования водных ресурсов. Я так понял, нам очень важно знать, где находятся эти воды, какого качества, какие у них гены, можно сказать, да, состав этой воды. И мы тогда сможем определить, скажем, как распределять им. Но прежде чем я хотел бы задать вопрос, насколько эффективно мы распределяем нашими водными ресурсами, вы упомянули, что 24 миллиарда мы как бы передаем Узбекистану, 7 миллиардов, значит, Казахстану, это получается 31 миллиард уходит нашим соседям. Сколько же остается у нас внутри? Нет, там 51 миллиардов речной сток формируется на территории Кыргызстана ежегодно. Из них, я говорил, 7 миллиардов Казахстана, 24 миллиарда Узбекистана, еще 7 миллиардов уходит в сторону Китая и около 2 миллиардов в сторону Таджикистана. Итого, из 51 мы внутреннее пользование используем буквально 12 миллиардов, а остальное 39 миллиардов уходит соседям. Да. Ну, на ваш взгляд, когда мы говорим в контексте нехватки водных ресурсов для Кыргызстана, и как вы знаете, вот 92% энергии вырабатывается, электроэнергии вырабатывается за счет водных ресурсов, но вместе с тем, как бы у меня создается такое впечатление, что мы не совсем эффективно используем наши водные ресурсы. Расширить и масштаб рассмотрения площади, да? И какие-то другие аспекты, которые могут появиться в масштабе времени до 2040 года. Если говорить в более широком масштабе, площадном, то наши реки, наши водные ресурсы текут не только в сторону Китая, Таримский бассейн говорил, не только в сторону Казахстана. Мы должны отслеживать и анализировать возможность в будущем использовать водные системы нашего региона. Надо думать и о увеличении экспортно-импортных возможностей, связанных с водой. Я вот сказал, например, про эти транспортные возможности. Это совсем не, как сказать, что это как бы не имеет прикладного значения. Извиняюсь, вот у нас собирается строить
Камбаракинский ГЭС, а генераторы для этих ГЭС можно доставить только по реке Вертыш. Потому что в других местах или мосты не выдержат, либо вот эти все эти линии электропередач, монтаж, демонтаж обойдутся так дорого, что... Поэтому это совсем не ерунда, вот это транспортные вот эти возможности. Тоже касается и энергетики, это я имею в виду легко ликвидная с точки зрения энергетики, такие отрасли, которые в ближайшем будущем будет доминировать, и уже мы видим признаки подготовки к этому новой энергетике. Это я имею в виду появление гибридных автомобилей, связанных с водородным двигателем. Для производства водорода и предподготовка воды из 9 тонн воды на электролиз идет только 1 тонна. Это самая перспективная энергетика будущего. Это получается на территории Кыргызстана, в отличие от Казахстана и особенно Узбекистана, у нас более развиты месторождения ультрапресных природных вод. Развивая сельское хозяйство, мы никогда не будем богатыми. Наоборот, нам надо ориентироваться стратегически, обеспечить продовольственную безопасность внутри республики, а искать уже другие пути развития экономики, поднятия экономики. Так же? Да. И один из них, вот насчет, когда энергетики мы говорим, по нашим расчетам, по нашим данным, вот, потенциалом, гидроэнергетическим потенциалом Кыргызстан, Кыргызская республика могут, вот сегодня, например, включая Токтогул, вместе взятые где-то в районе чуть более 20 миллиардов воды мы накапливаем, в смысле водохранилища. Вода, когда она доходит до 19, и другие, если посчитать, чуть больше 20. Вот этот резервуар, водный резервуар Кыргызской республики можно довести до 36 миллиардов и выработать до 40 миллиардов киловатт воды, да, то есть энергии, да. Из них 20 миллиардов мы можем внутренне использовать, 20 миллиардов уже продавать. Мы хотим или не хотим, у меня такое ощущение, придет время, через 20-30 лет мы Раньше. Мы можем и даже раньше прийти к этому. Поэтому наш институт начинает в этом направлении, новое направление изучать. Здесь есть один интересный аспект. То есть, развивая и гидроэнергетику, и в дополнение к ней водородную энергетику, можно добиться, в принципе, двойного энергетического использования одной и той же воды. Да. Вот смотрите, стоит гидроэлектростанция, здесь водохранилище, да, здесь турбины. Вода используется как рабочее тело для вращения турбин. На нижнем гефе вода берется, очищается с помощью выработанной электроэнергии. Производится электролиз, и она уже, как водород, сжигается и используется как энергоноситель, так же, как природный газ, и так же, как, там, скажем, нефть и бензин. При этом, с точки зрения зеленой экономики, при сжигании водорода образуется H2O, просто вода. Доктор Токтасаров сказал, водохранилище, да, более 20 миллиардов, да, 20 миллиардов, у нас около 30 водохранилищ. То есть фактически в каждой реке, которая выходит с гор, есть какие-то маленькие, средние, большие водохранилища. Как раз вот это тоже нужно отнести к рынку, на перспективу. На перспективу, ну это же капитал. Капитал, ну конечно, Кыргызстан будет соблюдать свои обязанности, дать воду нашим соседним республикам. И вот этот момент тоже как раз немного соприкасается вот с этой экономикой. Я бы хотел предложить еще такое. Надо думать о некоторых не только более мелких вещах методологии, но и, может быть, о изменении каких-то парадигмальных основ, что ли, в области водных рек. Вот у нас, как правило, как? И мы используем воду, в результате ухудшается экология. То есть засоление происходит или еще что-то. Ну, например, есть вид такой экосистемной деятельности, который улучшает экологию и при этом увеличивает количество водных ресурсов, абсолютно значение. Я имею в виду посадку лесов.
Вот известно, да, ну, то есть механизм неизвестно, но эмпирически известно, что над залесенными участками количество атмосферных осадков больше, чем над незалесенными. То есть если мы засадим леса, это уменьшение оползней, селей и так далее, да, и одновременно увеличение количества водных жидкостей. Ну, мы знаем, вот идут воздушные массы, насыщенные водой, и вот то есть вот эти леса, они служат как дополнительными конденсаторами, над которыми выпадают осадки. Я хочу выразить большую благодарность и пожелать нашей стране удачи, и мы очень будем надеяться, что водные ресурсы действительно найдут достойное применение и управление не только для нашей страны, но и для всего региона. Спасибо вам большое.